Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Как говорится, лето красное пропели, лето у нас уже заканчивается, но ничего страшного, последние солнечные теплые денечки, и мы не преминули возможностью прийти в гости. К Зауру Бабаеву, салам аглы, Заур, приветствую. Заур у нас начальник смены единой дежурной диспетчерской службы города Якутска. С Семеном вы уже познакомились, мой постоянный соведущий Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И учитывая то, что мы у тебя в гостях, с чем ты нас сегодня будешь встречать, Заур? Ну, сегодня блюдо на самом деле простое, называется казан-кебаб. Его может приготовить каждый на своей кухне. Для этого не потребуется много ингредиентов и оно не сложно. Ну, я вижу картошка-мясо. Да, картошка, говядина. Это же не жаркое? Казан-кебаб? Да, это Чем казан-кебаб. отличие? Ну, то, что это на казане, в идеале, конечно, его готовить на Открытом огне? на открытом огне, но так Ну, как сейчас пока да, открытый возможности огонь нет, разводить нельзя. да. Тем более, что ты с пожарной всей частью, как бы об этом еще и поговорим. Да. Хорошо, я смотрю, Семен уже начал разогревать, да, потихоньку? Да. Да, мы тут уже Разогреваем. Ага. предварительно уже нагрели. Да, сейчас зальем масло, чтобы масло прокалилось. Да, и ну чуть-чуть прогреется, да. Какое время, сколько времени нужно обычно для того, чтобы приготовить? Ну, то есть- Первое это у нас то, что да, пойдет первое обжарка. это обжарка картошки. Ага. Картошка обжарится, подрумянится, станет слегка золотистой. Мы ее уберем Мгм. с огня и займемся, так сказать, говядиной. Ну, Тоже я так обжарка. понял, если ты так вот подробно рассказываешь, с готовкой на ты вообще, да? Ну, приходится иногда готовить. Приходится иногда готовить. Какой кухни это блюдо? Ну, получается, кавказской. Кавказская. Ну, больше к ним отношение имеет, но сейчас оно стало популярное, оно простое, вкусное, как бы, Ага. и не требует много времени. Не требует много времени. Ну хорошо, давайте начинать. Ну и первый сразу вопрос, который я всегда задаю своим гостям. Первое, то, что я забываю всегда это сделать, это спасибо за то, что согласился принять участие в нашей передаче. Да, это очень важно. Вот. И это, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, ну и параллельно уже приступает, так скажем так, к готовке. Родился я в городе Якутске, Мгм. учился в школе, закончил Школу? да, 13-ю школу, которая на Грессе. Потом поступил учиться на как раз пожарную тематику. Вот сразу вопрос, перебиваю, извиняюсь. Почему? Что привлекло? И Ну, обычно же всегда, вот вчерашний выпускник, выбор сейчас профессии стоит довольно остро. Многие школьники заканчивают, думают, я войду туда, может войду. Редко бывает, что уже находит свое призвание. Ну, так получилось то, что выбор профессии пал на эту специфику только по одной причине, потому что в 2000 году случилось так, то, что мы сами стали жертвой, так сказать, пожара, когда сгорели, как бы, и, благо обошлось без жертв, как бы, и для себя уже тогда еще сделал выбор, то, что пойду именно по пожарной специфике. Как бы думал. Спасать. Да, как бы думал, буду спасать, работать. Не было страшно? Ну, Все-таки же, мало экстремально. Не каждый отважится сказать, я буду пожарным. как бы не было такого, потому что как бы был молодой, когда учился, тоже такого Молодой, ощущения горячий. нет. Да, как бы. Потом уже на себе, когда уже более к практике подходили, нас запустили в камеру ГДЗС, и там я уже понял всю суть вообще работы пожарного газодымозащитной службы, которая первая, так сказать, заходит в пожар. И тогда на себе уже ощутил, как это вообще работать в пожаре. Ну, то, что, да. Не пожалел? Нет, не пожалел на самом деле, но так сказать, страшновато было, наверняка. было, по первости было, но потом есть такая специфика, человек привыкает. Да, и лазить на полигоне, получается, на 4-й этаж с лестницей без страховки, как бы, нормально. Но судьба распорядилась так, что я как бы работаю по своей специальности, да, но с пожарами у меня было связано, то есть я их не тушил в основном, я на них выезжал. Связано в основном было с техногенными пожарами, то есть это дома, многоквартирные жилые дома, и в основном это был лесной фонд. Как долго нужно учиться? Вот как называлось учебное заведение, и потом каким специалистом выходит оттуда? Получается, это был колледж. У нас, Среднее специальное образование. Да, получается, среднее специальное образование. Это юридический колледж полицейской ассоциации. Он раньше был на 203-м микрорайоне. И учился я около 3 лет.
По выходу я был пожарным техником, то есть, ну, среднеспециальное. Потом мне предложили учиться в Хабаровске, на высшее тоже, там есть академия МЧС, но не хотелось оставлять семью, и поэтому я отказался. Поступил на высшее, на юриспруденцию, закончил ее в 2017 году. И уже, ну, работал по специальности 2015 года. Чему учат вообще? Ну вот что-то у меня как бы в голове немножко, может быть, укладывается. Ну и телезрителям наверняка будет интересно, ну какие основные специализации есть? Ну, специализаций на самом деле много было на то время. Это именно была пожарная тематика и была, ну там два уклона было, пожарная и полицейская, так как у нас же в то время закрыли школу милиции, и все желающие, кто могли пойти только в тот колледж, ну, не выезжая за пределы республики. Так, а между тем Семен уже проверяет, насколько масло раскалилось. Раскалилось. Да? Рановато? Да нет, А, все? уже. Все Ну, уже. сейчас потихоньку будем. Потихоньку. Ну, ее можно будет на две партии, наверное, разделить. Она должна, ну, скажем так, плавать, да? Ну да. Почти. Семен знаком наверняка с блюдом? Ну, Да, С я чем его- только Семен не знаком? Я его уже готовил не раз, так что А, мы могу потихоньку- сам, да? Вы пока поговорите, а я, как обычно, сам, да? Не, ну сейчас будем продолжать потихоньку. Потому что у меня тоже есть свои вопросы вот Ага. касательно готовки. Да-да-да. Так, поменьше, чуть попозже. Побольше кусочки мы сейчас заложим. Итак, закончил ты обучение. Как сложилась трудовая деятельность? Ну, трудовая деятельность сложилась немного иначе. Так. Думал, что устроюсь в МЧС, но, к сожалению, в МЧС вакансий, так сказать, не было. Но Но зато... к тому времени МЧС уже, ну, вот пожарная служба уже объединилась с МЧС. Ну, Да, да. они... Так. Нет, они как раз разъединились. А как раз объединились? Да, они Так. как раз разъединились, и, получается, МВД, так сказать, осталось МВД, а МЧС ушел, ну, так сказать, от МВД. И думал, ну, пойду в МЧС, буду работать. По специальности. Да, по специальности, но, к сожалению, вакансий не было. Искал, и мне предложили работу в МВД с дальнейшей аттестацией. Это было управление вневедомственной охраны. Ну, это я подумал, ну, думаю, ладно, отец Ну, всегда... типа, как бы близко. Да, как бы близко. Отец всегда хотел, чтобы я пошел по линии полиции, но не сложилось, конечно. Но он был рад, то, что даже я не отучился, но меня взяли в МВД. После этого, после МВД, я устроился в окружную администрацию, уже, получается, на должность главного специалиста по пожарной безопасности. Там как раз работал, так сказать, мой преподаватель, который он нас учил, был нашим куратором. Он пригласил. И как лучшего студента тебя Ну, пригласили туда наверное. одного из. Ну, наверное, Не, ну если ты плохо учился, я бы сказал, да, Ну, зачем этого брать, он вообще ничего не знает. Ну, Плохо учился. Не, ну может же быть так. скорее всего. Да, да, не, ну могло же быть такое. Могло тем быть более. такое. Да, да, Но да. как бы из Ну, всего то есть- курса пригласил как бы только меня. Ну за вот что лучший ему- студента, да. За всё, что ему, это- конечно, это, между спасибо прочим, большое. комплимент. Да, ладно. За что ему Так. спасибо, конечно, большое. Как бы стал работать по специальности, начал открывать для себя что-то новое, Да. потому что, как показывает практика, учеба учебой, а практика это чуть-чуть другое. Ну да, да, Работать да. приходится, ну, чуть-чуть На по-другому. практике На практике немножко это что-то все, по-другому может да, быть. это Да, все работа с по-другому людьми и все прочее, да, да, в конечно. коллективе. Конечно, развивается да. коммуникация, со всеми Ага, надо да, да. договариваться. Конечно, да. Без этого никуда. И чтобы тебя правильно поняли, Конечно, твои это- команды выполняли, это обязательно. приказы, кому-то по голове, кого-то погладить. Ну, конечно, в коллективе без этого никак. Ну, это нормально. Это да. Какая сфера полномочий у тебя была там? Сфера полномочий, Да. получается, у меня, ну, круг был Ну, то обширный Мгм. достаточно, получается. То есть это касалось информирования населения, то есть проверка зданий, сооружений, многоквартирных жилых домов. Также
в сезон отопительного сезона непосредственно проверялись котельные. То есть перед запуском тепла, да. На степень подготовленности, Да, не дай конечно. бог. Да, на наличие резервного источника питания, на наличие топлива в случае, допустим, если зимой уйдет Но свет. получается, ты был тем человеком, которого все боялись. Ну, Как не бы все боялись. побаивались, если там бывает же всегда так, ревизор едет, типа этого. Ну да. Правильно? Да. Ага. И у нас комиссия целая была, и каждый отвечал за свое, так сказать, направление. То есть у меня была пожарная безопасность. Ну, ты был, наверное, злой, но справедливый. Я старался палку, конечно, не перегибать, потому что есть тоже рабочие моменты, когда люди работают, но не успевают это сделать. По срокам, Да, например. по срокам как бы. Да-да-да. Им, конечно, выписывался документ об устранении недостатков, и не было такого, что кто-то что-то не устранял. Всегда чтобы такого фатального не было, которое Да. могло привести к, не дай бог, какой-нибудь техногенной катастрофе. Да? Да. Слава богу, такого не было. Слава богу. Слава богу, да. Мы тут как раз говорим, да, слава богу. Потому что, пожары и все прочее, это действительно очень Да, опасно. это очень, на самом деле, сложно. Работать особенно в условиях... Но при этом даже когда полностью техническое обеспечение производится пожаром, объект подготовлен 100% вроде бы, но всегда может случиться какой-нибудь форс-мажор. Обязательно. Да, без этого никуда. Человеческий фактор. Человеческий фактор Какой-то, присутствует что-то. всегда. И также человеческий фактор, также и технический бывает. То есть даже если человек выполнил всю работу идеально, то есть сказать ему оборудование нечего. прошло очередную поверку, она готова, но бах, и короткое замыкание. Короткое замыкание, просто элементарный скачок электроэнергии, просто перепад. И все. Или провода спутались. Да, и техника сейчас идет сложно, и она просто выходит из строя. А какая основная причина все-таки таких? Ведете же наверняка какая-то Да, статистика? в основном это человеческий фактор. И Халатность. халатность, просто халатное отношение людей, к сожалению, к своей должности. Тут как раз говорится про преступную халатность, потому что потом уже штрафы летят головы. Да. Да. За счет этого люди, не люди, а предприятия сокращают бюджеты, потому что им надо оплачивать, так сказать, эти штрафы, которые они могли, допустим, эти же средства не могли пустить на что-то другое, допустим, на улучшение, допустим, еще этого, допустим, объекта какого-то. И в основном еще короткое замыкание. То есть, это опять же техническое. Да, это техническое, то есть, эксплуатация в основном. Молния. Пока такого не было. Да? Редко, или там Тор. Нет? Что-то такое, мистика. Нет, такие же здания, они же, как правило, заземлены, то есть у них заземление хорошее, даже в случае, если молния попадет, да, то есть, прибором точно ничего не будет. Вот так, ладно. Молния это только в лесу. Да. Защиты нет. Да, в лесу тоже бывали такие пожары на территории города Якутска именно от сухих гроз. Да. И, как правило, они возникали в местах, куда, очень труднодоступных, куда и тяжело завести технику, людей и их обмундирование, так сказать. Обеспечение. Да, обеспечение их. А как часто и сильно меняется перечень технических требований для того, чтобы обеспечить объект? Меняются они ежегодно. Ежегодно что-то вносится с учетом... Ребята, с этого года вам еще нужно это. Мало наличия багров, огнетушителей и чего-то, а еще что-то меняется. Пожарный щит это самое обязательное. Это советских времен, все знают. Да, пожарный щит и под ним песок, все верно, да. Песок. При проверке Кошмар. Каждый инспектор вообще идет в первую очередь и проверяет наличие этого щита, наличие песка и проверяет огнетушители. Огнетушители проверяются раз в 5 лет. Порошковые, если мы о них говорим. Поверка. Да, поверка проходит. Так. То есть они перезаправляются, у нас есть для этого в городе организации, которые этим занимаются. Стоит это недорого. Да. В условиях Между- предприятий, да. Да. Но даже для обладателей частных участков счастливых, но это обязательно. Это обязательно. У не дай меня бог. на участке тоже есть. Где-то у тебя стоят У наверняка. меня и дома, и в гараже. в помещениях, потому что мало ли, он пригодится всегда, я считаю. Я не вижу счета. Пожарный щит, он не обязательно, здесь не обязательно. Пока еще не обзавелись. Мы в этом году на охоте чуть не спалили свой ютань из-за того, что преступная халатность, мы газ начали огнем проверять.
баллон. Да, это было что-то страшное. У нас не было огнетушителя, был снег. Все. Ну, довольно страшно. это подручные средства уже называют. Подручные средства, да, и телогрейки. Все. Ну, довольно страшно было. По идее, как бы огонь можно потушить, ну, самый простой способ – это изолировать его от кислорода. От кислорода, да. Ну, телогрейка. Да, телогрейка его раз. И на амбразуру, короче, да. или собственное тело. Ну, собственное тело, конечно, лучше не надо, потому что можно получить ожоги. А телогрейку ее можно спокойно кинуть, потому что она плотная. И главное только не кидать шерстью. Да. Одеяло. Да. Ну, либо одеяло. Ну вот как раз всему этому же наверняка же учат, да, ну чтобы в экстренной ситуации человек так не стоял вот так, а очень быстро среагировать. Одно дело просто позвонить в пожарную часть и сидеть ждать, но можно же какой-то локальный с подручными средствами быстро, если среагировать. Ну, у нас еще по студенчеству была практика, то есть когда объясняют теорию, это теория все-таки, как бы, ну, как говорится у студентов, в одно ухо влетело, в другое вылетело, а закрепляли все у нас на практике. То есть у нас был полигон специальный. Там и выезжали что-то там Да, делали? мы выезжали полностью всем курсом туда, выезжал полностью пожарный расчет, это то есть машина пожарная с полным обмундированием. Имитация какой-то случай. Да, и имитация была возгорание транспортного средства, то есть как его тушить, что надо делать? Да, что надо делать, на каком расстоянии вообще надо от машины находиться, потому что машина это при пожаре это источник, ну, опасный, то есть она может взорваться, то есть там в ней может теоретически, да. Да, в ней может находиться газ. Говорят, что вот только в боевиках машина едет, загорается и вот этот бак взрывается. Сразу взрывается. Ну, это говорят, редкая редкость. Нет, правильно? Это же столько факторов должно сложиться, чтобы машина взорвалась вообще вот так. В прошлом году, кстати, вот был случай, мы с женой после работы приехали домой, отдыхать, зима на улице, а у нас же все зачастую, ну, пользуются Наташами. Да. Ну, автоодеялами. Автоодеяло, да. Я жене говорю, давай фильм посмотрим. Я говорю, мы же давно хотели. Жена говорит, давай. Мы только ложимся, и происходит просто взрыв. Да, и мы просто в окно смотрим, а мы на 7-м этаже живем. И я смотрю, просто что-то вот так вот падает. Мы выходим, да, смотрим, а внизу просто взорвалась машина просто от утечки. То есть она просто взорвалась, все, что от нее было, ну, разлетелось по ограде. И как бы, но пожара не было, просто произошел взрыв. Как бы, благо пострадавших тоже не было. А что произошло? Утечка газа элементарная. Скорее всего, заправили баллон полный, ну, до отказа, и накрыли машину одеялом. Произошло, скорее всего, травление. Газ стравливался, газ накопился. Видимо, машина по автозапуску сработала, а там достаточно небольшой искры, и произошел взрыв. Ну вот то же самое, что с нами весной произошло почти. Может, страшно было. Да, это страшно было. Да. А между тем, Семен что-то готовит. Она у нас уже подзолотилась. У нас, получается, картошка уже почти на финальной части. Она уже почти вся стала золотистой. Пока мы ее, получается, доготавливаем, именно к процессу дальнейшему, и нужно уже нарезать мясо кубиками. Да. Это как раз может заняться хозяин, как говорится. Ну да. Я думаю, Заур уже сам наверняка знает, тем более, что говорит же с готовкой. Конечно. Что за мясо? Мясо говядина. Мясо говядина. Парная говядина, да? Магазинская. Магазинская. Ну, как бы парная, я так смотрю, она уже. Итак, и пока, Заур, режешь, пока готовишь мясо, ну, рассказывай, чем ты сейчас занимаешься? Да. Ну, сейчас... Я так понял, тебя повысили, ну, то есть ты с повышением в той же структуре работаешь? Ну, да, я в той же структуре работаю, но только уже деятельность моя уже не связана с выездами, то есть я сижу непосредственно на одном месте, так сказать, сутки, уже работаю сутками. То есть, как получается, как дежурство, да? Да, это дежурство. То есть, как бы, это единая дежурно-диспетчерская служба. Занимается приемом заявок от населения. То есть я звоню в телефон, и я тебя слышу. Да. А, да? Да. Серьезно? Так. Да, периодически, когда диспетчера, когда идет большой наплыв звонков, допустим, по той же электроэнергии, и, ну, отсутствие, допустим, да, какое-нибудь аварийное отключение, то есть
ну, Можешь звонки можешь и ты принять. могу и я принять, потому что диспетчера не успевают, и звонки перекидываются также на нас. То есть и ты, получается, и непосредственно на полях бываешь, получается. Ну, можно Да. сказать и так, Мгм. что как бы с населением тоже работаем. Как бы не только с экстренными службами, хотя как бы по идее должны только с ними, но для разгрузки как бы персонала как бы тоже принимаем в этом участие непосредственное. Наверняка тебе добавилось обязанностей, да? Какие функции вот, начальник смены выполняет? Ну, в основном, как бы я работаю непосредственно с предприятиями и организациями, то есть это объекты жизнедеятельности нашего города, то есть как бы в основном узнаем, кто. Школы, больницы и все прочее? Да, непосредственно работаем постоянно Садики. с 03, с садиками тоже работаем, как бы со всеми предприятиями, которые у нас в городе находятся. То есть задачи бывают на самом деле разные, то есть как бы от одного дня ко второму как бы, Может, может поменяться совершенно разные все заявки, да? вообще. И то есть решение надо принимать по ходу деятельности, так сказать. То есть не бывает такого, что каждый день одно и то же. Ну, в основном какие заявки? Что чаще всего скажут? Ну, если, наших горожан. допустим, в повседневной деятельности, да, ну, то есть без всяких отключений, без вот этого всего, да, в основном как бы люди жалуются на управляющие компании, на вывоз мусора, допустим, да, на отсутствие... То, что их не устраивает. Да, то, что Вроде их не как бы до сегодняшнего дня было хорошо, а вдруг говорит, а что происходит? Да. Бабки, наверное, звонят больше. Ну, люди звонят разные, то есть... Но если есть такая когорта людей, которые, как говорится, хлебом не кормить, дай позвонить кому-то и пожаловаться. О, есть такие. Есть такие. Ну, чуть ли не весной, осенью обостряются. Конечно, Да. особенно. Нам иногда звонят люди и представляются даже депутатами, действующими, хотя на самом деле ими они не являются, но как бы все равно, какими бы люди не были, разговариваем со всеми Ну так как вот, бы нормально. какие основные заявки? Ну, то есть чаще всего на что люди жалуются? Саночистка, то бишь откачка. Вот сейчас это связано в основном с отсутствием, допустим, у кого-то отопления. То есть котельные уже запускаются. Ну, потихоньку, да. Да, но они уже не потихоньку, они уже Некоторые уже запущены. почти все уже котельные в нашем городе уже запущены. А у людей, как бы, допустим, в многоквартирных домах есть такие штучки, когда подается отопление, надо сбросить воздух. Стравить. Да. Так. Они этого не делают и начинают жаловаться, что им не подали тепло. То есть, минуя свою управляющую компанию, они звонят напрямую нам. Ну, то есть это обычно верхние этажи, Да, всё это прочее. Развоздушивание. Развоздушивание, да, все верно. Так, мясо на кусочки и одним этим, да, порезать и Да, и одной порцией одной бахнуть надо. порцией. Потому что картошечка уже, можно сказать, готова. Мне кажется, она вообще в отличном состоянии. Просто у меня вот именно вот тут кусок хочется взять и Уже попробовать. уже попробовать покушать, да. Да, выглядит аппетитно. Вообще. Все-таки цвет блюда решает. Да. Первое же впечатление от блюда это же визуальное. Визуальная, да, Визуальная верно. часть. Да. Второе запах, Запах. Аромат. аромат. Третье уже на вкус. Третье уже на голод. Голодно. А вообще, что-то мы быстро перескочили. Что сам любишь кушать? Вот. Ты говорил, покушать любитель. Да, Да. В основном я любитель мяса, на самом деле. Мясо Как бы, именно как? вообще я Казан, люблю... мангал. Не, я люблю просто стейки. Просто Ага. сковородка. Самая настоящая мужская еда. Да, 3 минуты. именно. Я вот пробовал разную говядину, но все-таки местная говядина, она от других отличается. То есть как бы Согласен. не покупая там какую-то российскую, либо еще какую-то, я имею в виду завезенную, а именно пользуюсь только местной продукцией. Потому что наша говядина, вообще наше мясо, оно отличается почему-то по вкусу, потому что... Ну да, суп наваристей получается. Да, всегда суп так говорят. наваристей получается. Мои студенты говорят, папа, отправь нам говядину, пожалуйста. Говорят, Вот. мы говядину покупаем, говорят,
такой, как у мамы, суп говорить, не получается ни разу. Вот. Мы тоже пробовали постоянно, ну, какое-нибудь другое мясо, но все-таки пришли к тому, что свое есть свое. Ну, да. А жеребятину любишь? Конечно, обязательно. Сейчас скоро начнется Забой? забой. Да. Наша Да. национальная забава. Как бы к ней не относились, но это наше Но, все. да, как бы многие, типа, говорят, как вы можете есть жеребенка. Ну, Прекрасно. 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 А рыбу любишь? Да. Чир. Ну, как бы этот. Я только единственное забываю постоянно, как называется, когда. Строганина. Строганина, во. Строганина. Строганину тоже Индигирку, люблю. строганину. Ой, индигирку вообще, если А они- первый раз, когда я покушал, не было такого, что обычно же, как думаешь, ну, покушал, что-то. Да нет, не было. Нормально? Нет, я и... А, ну ты в Якутске вырос, и чё, Да, конечно. я как бы этот... Меня, Местный. меня сразу приучили, что можно и сырое есть. Как Да, отец надо. говорит, что С кровью. горячее сырым не бывает. Да-да-да. Так что... А дома, получается, вы- часто готовишь? Есть фирменное блюдо? Да, да. Да. Вот Семен спрашивает вопрос. Ну, в основном, как бы, фирменное блюдо, как бы, в основном, как бы, готовлю думлиму. Есть такое блюдо, Да, оно прекрасно знаю. прекрасное блюдо, но единственное, оно по времени... Мышка Затратно. попала. Да, но по времени очень затратно, потому что там надо приготовить, обжарить сначала говядину, запечатать ее мясо, полностью, мясо. да, мясо, Да. отправить туда лук, морковку, получается, картошка самая последняя, Да. ну то есть там Капуста прикрыть? капустой прикрыть обязательно. Еще можно туда кукурузу, но это уже на любителя, потому что кукуруза добавляет сладость, Да. как бы, а я, ну, и мне сладость как бы не нравится, мне главное Помидорки. побольше, да, помидорки обязательно, они дают сок, перчик. Среднеазиатское блюдо. Ну, кто называет дымляма, кто думляма, Да, кто все- дамляма называет. Все, Ну, то все есть называют по-разному. По-разному. как И бы, все по-разному готовят. все Как и по-разному. плов. Как и плов, да, Чуть тоже. вариации, ну, структура одна, скажем так. Да, структура примерно, одна. я сказал, цепочка примерно одинаковая. Да, но Очень как бы вкусно. ее тушить очень долго, Мгм. как бы по времени. Чтобы она как, практически как Ну, тушенка там получается Да. процесс как в афганском казане. Надо Да. ее плотно закрыть, Да. чтобы у И нас, готовилась. получается, не выходила лишняя влага. Да, это И обязательно. она в собственном соку В собственном варится. соку готовится. На маленьком огне он как бы стоит. Так, сливаем маслице. Так, ну вот. какой у нас этап? Картошка наша Картошку. обжаренная, и мы сразу берем мясо. Вытащить мясо. Ну, такое И- ощущение, что он хозяин, да? Да. И мы вот так же сейчас Тоже аккуратно закладываем. потихоньку. Это Отправляем. обязательно надо вот так по краю специально Ну потерять? тогда Чтобы брызг не было. брызгов не было. Мгм. И мы отправляем все поэтапно, чисто из-за того, чтобы у нас масло, температура масла не упала сразу. А, резко. Да. Тоже в Мы этом. же должны Нужно обжаривать. пахнуть, Да. Тогда Да. может это. Ну, как будто в Я- морозилку сложу много дичи Да. положить, и тогда можно, да, ее... То есть ее вместо обжаривания можно начать просто резко тушить. Да. Тоже И вот это у нас получается масло, температура не упала, и вот у нас мясо обжаривается. маленькие хитрости. Маленькая хитрость. Кварчит. Я люблю вот так бахнуть, короче. Ну, то есть, получается, немножко неправильно делаю. Да, Век жили, век учись. да, и в итоге у тебя получается совсем другой продукт. А ты потом думаешь, что так, что-то у меня не то. Да-да-да, почему у меня не пожарилось, не этот, как ты говоришь, не запечаталось? Запечаталось, да, суть. В принципе, вообще простой такой нюанс, но играет очень Да. большую роль. Потому что все соки, все остается именно внутри мяса. Да, То спасибо, есть спасибо, Семен. Итак, так, на каком этапе мы сейчас про работу уже практически уже проговорили. Давай теперь вокруг да около твоей работы, да? У тебя очень интересное имя, да? Завур Бабаев Салам Аглы. Откуда? Да. Ну, от отца, естественно. Нет, ну в смысле это же вообще да. редкость. Это Это редкость, Ага. получается. Ну, а как оказалось, нет. У нас в Якутске очень много зауров. Но отец назвал, как бы, ну, куда деваться. Сам он азербайджанин. Азербайджанец, Да, мама русская. получается. Баку. по-моему. Всё верно. По-моему. Все верно. Не, анекдоты очень знаем, потом за эфиром расскажу. Очень смешной. Так. Мама русская, мама с Иркутска, получается, с Сибири, как бы я всегда говорил, что мама, ну ладно, ты, я говорю, как бы знаешь, что такое морозы, я говорю, как бы... Настоящая сибирячка. Да, как бы в Сибири все равно бывают морозы, там минус 30. Конечно, допустим. конечно.
В Якутске холоднее бывает. Да, ну отца спрашивал, я говорю, ну ты-то, говорю, знал, куда вообще ехал? Да, не, ну тогда в советское время же было вот так, да? Да. Народ Ну, кочевал, как говорит, партия прикажет. Ну, да, что? куда? Или говорили, ну, за длинным рублем. Ну, Ну, чуть ли не так, да. Да, он приехал сюда на заработки, потому Так. что служил он в Мурманске. Он говорит, в Мурманске тоже, но там ветра были. И этот в основном... Мурманчане говорят Мурманск. У меня однокурсники есть. А. И говорят, не говори Мурманск, говорит Мурманск. Я говорю, ладно, ладно, все. И все, и после службы Оказался здесь. Да, оказался уже потом здесь, в Якутске. Как бы, ну, говорил, то, что было холодно, как бы, но я, говорит, к этому быстро, так сказать, привык. Это для меня, говорит, было что-то необычное, испытание, говорит, себя. Ну, говорит, как бы, и остался. Влюбился в Да, в край. влюбился как бы в город, как бы, влюбился как бы в саму республику, как бы, и уезжать, да, уезжать никуда не стал, остался здесь. Ну, я почему говорю редкое имя, да? У нас же как принято имя, отчество, фамилия. Ну, В твоем случае вот это как? Ну, Аглы это вообще как бы пол. Я Мальчик. знаю, Палат Бульбюль Аглы был. Да, Да, Аглы именно вот это окончание, это означает мальчик. Если бы была, допустим, девочка, то у нее в конце было бы кызы. Кызы. Кызы, Кыз, да. как будто. Да, Да. Так. да, это, так сказать, Ну, обозначение, обозначение пола. Так. Да. А салам? Ну, салам все знают. Да, Салам. да. Вот у отца, кстати, тоже была такая история смешная. Он когда прилетел, как бы, ну, с людьми знакомится, его спрашивают, а как тебя зовут? Он Салам. И люди на него смотрели, ну, Салам. Как бы они думали, что отец с ними здоровается постоянно, а его зовут Салам. Да. Говорит, профессор спрашивает, как вас зовут? А вас? Как вас зовут? Говорит, а вас? Говорит, я спрашиваю, как тебя зовут? Говорит, а вас? Меня зовут Да, так, да. вот, Говорит, а вас? вот примерно так же. Да, А да, люди да. думали, что отец Прикол, да. здоровается Да, с ними да, бесконечно. Ну все, тогда, ну то есть отчество получается Салам Аглы, Да. а Аглы получается. Мгм. Заур, что означает имя? Есть? Честно, не знаю. Не знаешь, да? Не знаю. Ну потому что у нас вроде как мы якуты, Сахалар, Ага. да, у нас много русскоязычных имен, да, конечно, есть имена. Ну вот, Семен это откуда имя? Греческое, наверное, да? Корни имеет. Да. Да? Петр тоже греческое, камень. Ну, я как-то узнал потом уже. Итак, про спортивный какой-то проект. Мне немножко рассказали Да. про него, но расскажи сам, пожалуйста. Да, у нас есть некоммерческая организация по развитию спорта по Республике Саха-Якутия. Мы разрабатывали проект спортивного мероприятия. Это приближено было гонки героев, которая проводится на территории Российской Федерации. То есть это забег по по пересеченной местности. Как бы, ну, они... Трейл-раннинг. Да, они как бы и искусственные, и естественные. То есть вот мы хотели все его реализовать, как бы, и проект уже был готов, так сказать, и одобрение как со стороны республики было, Айсен Сергеевич поддержал, и мэра города Евгения Николаевича тоже было одобрение, как бы. На самом деле проект был масштабный, но, к сожалению, началась пандемия, все такие мероприятия были, Скажем так, под запретом. да, временным. под запретом, Ну как да, бы, массовое скопление, да, всё и прочее. это отложилось, так сказать, в долгий ящик. А что за НКО, ты сказал, да? Вот это какая-то общественная нагрузка? Да, это общественная организация. Как ты к этому пришел и откуда вообще это? Потому что, ну, есть люди, которые занимаются общественной нагрузкой ради чего-то, да. В твоем случае это что? Ну, как бы в моем случае как бы хотелось просто как бы сделать очень классный проект, реализовать его все-таки и как бы чтобы это было в доступе как бы не только у жителей города Якутска, а мы хотели как бы полностью, чтобы это по всей республике у нас было. То есть приезжали, чтобы дети, именно силовые, допустим, структуры, чтобы, так сказать, соревновались, получали кубки какие-то. То есть, как бы, чтобы людей больше, как бы у нас и так в республике люди любят спорт.
Ну да, сейчас идет на подъем да, очень. сейчас, между прочим, сейчас да, очень идет. Фитнес-залов сколько открылось Фитнес-залов последние- очень много. да, сколько Люди открылось. идут в единоборство. А вот именно что-то такого, именно забега какого-то, что ты пришел, допустим, командой, вы заявились на участие, полностью одели обмундирование, как бы это все предусматривалось этим проектом. И как бы именно вот командой они с точки А выходят, и в точку Б они должны были прийти тоже командой. Как бы, нам на то время казалось, что это будет В интересно. моем советском детстве было это спортивное ориентирование. Да. Что-то типа такого, да? Что-то Полоса типа препятствий. Полоса препятствий, да, Да-да-да. все верно. Но спортивное ориентирование оно отличалось тем, что оно в основном как бы просто в лесу, как Да. бы, и там надо было собирать метки. Метки, да. Да. А тут надо было тоже... Очень весело было. Да, тут мало того, что надо было, допустим, подниматься вот в такую горку, и заканчивалось, что надо было бы переплывать как бы небольшое озерцо. Вброд. Да, вброд идти. Ага, То есть как бы, мы думали, что это будет очень, так сказать, весело, люди оттуда будут... И зрелищно. Да, и зрелищно, как бы люди туда придут чистые, а уйдут усталые и грязные, и довольные. И командный дух, да? Да, и какой-то? командный дух. А сам как со спортом? Ну, я смотрю, как раз, да? Ну, занимаемся периодически, Ага. но времени, конечно, не хватает на все. Два А маленьких. как форму поддерживаешь? Или гены и все? Ну, в основном как бы гены, но и физический труд как бы подмести, где-то ну да, что-то да. убрать, что-то. Счастливый участник, Да, да. обладатель Да, хозяйства, да. да, поэтому как Работа бы, не заканчивается, я по работа себе узнал. вообще не заканчивается. Оказывается, когда переезжаешь с квартиры в частный дом, работы, наоборот, становится еще больше. Но это такие, на самом деле, приятные очень хлопоты. Ну да, своя ноша не тянет. Да. Но тем не менее, да, времени ничего не остается. Как будто, Времени, Как будто. как говорится, не хватает всегда в сутках 25 часа. Ага. Итак, Семен, рассказывай, что у То нас? есть у нас мясо начинает обжариваться. Ага. Соль, Вот специи. щас. Когда? Нет, это еще рано. Еще рано? Еще рано, да. Если просто сейчас на данном этапе добавить соль, Она схватится, да. Нет. Сухой будет. нет, ну да, мясо будет чуть суховатое, но оно начнет выдавать влагу. Да. Мгм. Так, ну что ж, наше мясо готово. Она обжарилась до такого отличного коричневого цвета. Как мы уже ранее говорили, мы запечатали все наши соки, весь вкус. Мгм. И, кстати, вот это масло можно использовать в дальнейших, как сказать, блюдах. Да, Потому что тут самый, как говорится, Цимис остался. да, все верно. оно уже ароматизировано. Вот, все правильно. Сейчас мы, получается, мясо откладываем. Так, и какой этап следующий у нас? Так, мы сейчас закладываем нашу картошку. Обратно. Обратно. Да, обратно, все верно. Чуть-чуть масла мы сократили. Да, сократили чуть-чуть маслица, мы вот так закладываем картошечку. Да, потихоньку, чтобы это в целях безопасности И опять же, чтобы масло не это. Не брызгало. не брызгало, да. Вот, в принципе, этим должен занимать менее опытный человек, потому что если сделать совсем новичок, очень большой шанс обжечься. Мгм. И вот мы закладываем мясо наше. Закладываем наше мясо, и в этот момент мы как раз только сейчас мы солим и перчим. Мы, получается, Да, все верно, все верно. Все верно. Знает, да? Интересно, знает. да, вот мы используем перец свежий, получается, горошком, да? Я всем тоже советую использовать именно такой перец в готовке, потому что там самый вкус. И подсаливаем. Здесь вот еще у нас приправа, паприка, зира, получается Да. красный перец, чуть-чуть его там есть. Это чуть ли не авторская твоя, наверное, да? Ну да, как бы И вот мы добавляем. оно придаст цвета, вкуса. Один раз это надо все хорошенько перемешать. Чтобы все специи смешались. Смешались, конечно, Да. да. И добавляем воды. И водичку, да? И водичку. Чтобы уже пошло, скажем так, тушение, да? Да. Да, мы должны, получается, добавить немножко воды, потому что картошка все-таки крупная. Мгм. И мы вот сейчас добавили и И закрыли. закрываем.
И все, она стоит уже И она стоит, уже тушится непосредственно картошка. какое-то время. Так, ну что ж, у нас, в принципе, уже все готово. Мы сейчас займемся как? Подрежем лук. самая Да, любимая, да. Подрежем любимая лук, это вот. передача. Чуть-чуть. И немножко у нас, конечно, есть, вот прям с огорода вот тут у нас есть свежий лук Да, зеленый, лучок, огурчик. Заур подготовил. Огурчики. Все со своего двора, так сказать. Со своего огорода. Так, ну что ж, мы, в принципе, это достанем. Так, ну что ж, в принципе, Так, мы лук. сейчас добавляем, да? Да, лук можно уже добавить. Добавить огня и добавить лучка. Лук как раз получится сверху такой масляной легкой пленочки, а внутри сочный. Это такие профессиональные термины. Какие-то такие жаргонные выражения. Я вот думаю, все мы бы на кухне бы сработались бы. Да, Заур все знает. Так, ну что ж, мы можем выкладывать на нашу тарелку. Сервировку обязательно нашим телезрителям покажем, что у нас там получилось. Казан, Кебаб. кебаб. Кебаб что означает? Мясо. Честно, не знаю. Тоже но не знаешь? Нет. Ну, у нас получается это же несколько вариаций у каждой Казан стороны, это да. казан. Кебаб, я почему-то думаю, что как бы это... У всех ассоциация это с кебабом, который на палочке, Но- на шампуре. Да, на шампуре, да. Ну, Да. типа люляшечка, там кебабчик. Да. Так, Вообще тема. так, ну что, хватит, да? По мне напоминает закуску, конечно, ну ладно. Закуску. Главному блюду, да? Да, главному блюду, да. Ну, как, главное блюдо стола. Так, мы тоже Очень красиво. аккуратненько выложим вот так. Тоже Огурчик надо тоже порезать. для красоты. Зелень обязательно, которую я уже ем. Лук до сих пор растет, да, у тебя, я смотрю? Лук растет, вообще и не лук. переставая. Да. Его надо только поливать. Не слабо так растет причем. Заморозков не боится. Вообще не боится. Причем его не высаживали, он вырос, так Сам, сказать, да? сам. А, многолетний. Видимо, многолетний, а покупали как обычный. Достаточно. Достаточно. Ну что, Да, самое давайте. лучшее время передачи. Повооружаемся кто вилкой, кто ложкой. Вперед из песни. Так, о, картошка мягкая, золотистая. Я мяско возьму, конечно. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Забыл это сказать. Спасибо. Ну что, как получилось, Зазовут? Ну, получилось прекрасно. Ну, вообще прекрасно получилось. Да. Спасибо тебе большое еще раз за то, что пригласил нас к себе на участок, показал все, как сделать вместе с Семеном. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, Заур, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Хотелось бы пожелать телезрителям, чтобы вы кушали много, кушали вкусно, были здоровы и спасибо, что смотрели. Я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Заур Бабаев, Салам Аглы, начальник смены единой дежурной диспетчерской службы города Якутска. Заур, еще раз спасибо тебе большое. Спасибо, Заур. Семен Тарбахов, Петр Цыпандин. Программа «Просто вкусно». Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы. И, как мы любим повторять всегда, кушайте всегда просто вкусно.